Индийские спортсмены продолжают покорять республиканские и российские пьедесталы, доказывают свой высокий уровень, завоевывая золотые, серебряные и бронзовые медали. Недавно юные каратисты вернулись из Сыктывкара. Воспитанники спортивной школы «Юность» успешно выступили на первенстве Республики Коми по всестилевому карате среди юниоров и юниорок, юношей и девушек 8-17 лет. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Воркуты, Печоры, Усинска, Сыктывкара и Кирова. Инту представляли 12 учеников отделения восточного боевого единоборства. София Поршнева завоевала 2 медали – золотую в категории самбон-кумите и бронзовую в категории иппон-кумите. В Сыктывкаре было много городов, как, например, Сыктывкар, Мыинта, Киров, Усинск и Печора. Я со всеми дралась, у меня получилось выиграть 1 место. Было тоже тяжело, но мы не сдавались и побеждали. София занимается карате 5 лет и уже не представляет свою жизнь без этого вида спорта. В ее копилке уже 10 медалей разного достоинства и 3 кубка. У девочки синий пояс в карате. Это значит, что она освоила навык реагирования и технику ведения свободного поединка. Синий, он же голубой пояс, требует от ученика хорошей гибкости, а тренировки на пути к новому уровню всегда направлены на формирование и улучшение растяжки. На этом уровне заметно улучшается физическая подготовка. Ученик уже понимает философию этого боевого искусства, умеет быстро переходить от подготовленных поединков к произвольным спаррингам. Сенсеи часто проводят аналогии между голубым поясом и изменчивостью воды или цветом неба. Я пошла на этот вид спорта, потому что я ходила на танцы, они мне вообще не понравились. Это не для меня, мне нравятся бои. Я посмотрела фильм про Джеки Чана, про карате, он очень мне понравился. Тем более я узнала, что мой брат тоже ходил на карате и решила тоже попробовать. Он мне очень понравился, тут добрый тренер и прикольно тренироваться. Не, легче, надо сейчас таскать, раздергивать. Вы сейчас будете на соревнованиях проще. Спокойнее, нежнее, более накидывать. Карате достаточно популярный вид спорта, пользующийся спросом как у детей, так и у родителей, которые выбирают секцию для своего ребенка. Японское боевое искусство представляет собой систему защиты и нападения. Термин «карате» был введен в обращение в XVIII веке. В карате нет какой-то одной международной федерации. В нем каждый крупный стиль имеет свою федерацию. Это боевой вид спорта, поэтому, если что, я могу за себя постоять на улице, помочь друзьям. Я в весьма хорошей физической форме. Я карате занимаюсь 9 лет. На карате меня привел отец, он занимался в детстве сам карате долгое время, решил меня тоже отдать. О том, что выбрал этот вид спорта, я не жалею. Выезжаем почти что каждый год на соревнования. Успехи в спорте весьма хорошие. У Влада коричневый пояс и первый взрослый разряд. В ближайшее время подросток планирует получить звание кандидата в мастера спорта и черный пояс. Мальчик учится в 9 классе гимназии номер 3. Уже через 2 года ему предстоит выбрать вуз и свою будущую профессию. Говорит, карате ему обязательно поможет реализоваться. Я собираюсь поступать в университет силовых структур, поэтому мне этот вид спорта поможет при поступлении. Планирую дальше заниматься, почему нет. Тренировки каждый день, кроме воскресенья, по 1,5 часа, с 4:30 до 6. На соревнованиях в последнее время каждый раз я в призах. Победителем на последних я не стал. Хорошие были спортсмены. Наша категория сейчас была самой большой на всех соревнованиях. Мы в Сыктывкар ездили. Что еще? Готовиться. Когда готовимся к соревнованиям, ходим 7 раз в неделю, кто выезжает. Заниматься, когда у нас скоро аттестация будет на пояс, заниматься не очень тяжело, у нас база. А когда к соревнованиям готовимся, да, тяжело.
На данный момент секцию восточного боевого единоборства спортивной школы «Юность» посещают более 60 детей, в том числе 18 девочек. Самому юному воспитаннику 7 лет, самому старшему 16. Ребята занимаются под руководством тренера высшей квалификационной категории Леонида Монетова. Дети любят своего наставника и говорят, что благодаря ему ходят на тренировки с большим удовольствием. Очень добрый, веселый, сильный, всегда помогает и верит в нас. В карате есть система степеней, каждая из которых соответствует пояс определенного цвета. У всех начинающих спортсменов белый пояс. В дальнейшем цвет изменяется в соответствии с мастерством. Дальше идут желтый, оранжевый, зеленый, фиолетовый, синий, коричневый и, наконец, черный пояс. Он является высшей ступенью, признанием выдающихся заслуг мастера. Обладателями становятся только наиболее стойкие, выносливые и целеустремленные. 5 лет я занимаюсь. Меня привела сюда мама с папой. Мне сразу понравилось, потому что занимались ребята. Мне понравилось, как это все происходило, красиво, что-то динамика, вот эти вот все элементы. Это не как бокс, а понравилось то, что ногами хорошо махают, бьются руками, красиво. Мне не тяжело, даже нравится. У меня, если нет тренировок, мне некуда уже потом деть энергию свою. За счет тренировок я убиваю свою энергию сюда, и потом уже домой прихожу такой, уставший, уже спать. Делаю уроки и все, ложусь спать. У Максима Хатанзейского тоже много наград. Он неоднократно побеждал и завоевывал призовые места на различных соревнованиях. Мальчик имеет коричневый пояс в карате, говорит, ко всем турнирам и первенствам всегда готовится с особым упорством. Это все равно тяжело. Это надо упорные тренировки каждый день. Я тренировки не пропускаю, уезжаю постоянно, какие бы соревнования были, каждый раз уезжаю. Когда получается, когда беру места, когда нет. Есть сильнее меня соперники все равно. И вот так вот. На республиканском первенстве в Сыктывкаре в категории ката среди юношей 14-15 лет Максим Хатанзейский завоевал серебро. В категории кумите – бронзу. Самый сложный мой соперник был это вообще Сыктывкар. Они сильнее нас. Было тяжело, конечно, все же. Я старался, и так получилось, что я взял медали, грамоты. 2-е и 3-е место. Один стиль я взял по катам, 2-е место. 3-е место я взял в командном кумите. Вот. Ката – это бой с невидимым соперником. Здесь спортсмен выходит на татами один и демонстрирует элементы в строго определенном порядке. В кумите соперник реальный. На татами выходят 2 каратистов и начинают бой. Тяжелее далось ката, потому что там в кумите это надо драться, вот это все, а в ката далось полегче. Мои, конечно, кумите больше любят, но в ката мы, в принципе, тоже выступаем. Вообще, сама по себе система ВБЕ – это 2 вида. То есть это ката и кумите, именно спортивная составляющая. И кому-то нравится ката, мы выступаем в ката. Кому нравится кумите, выступаем в кумите. Кто и там, выступает и там, и там. То есть, проблем в этом никаких нету. Леонид Монетов занимается тренерской деятельностью с 2008 года. За это время он воспитал огромное количество победителей и призеров региональных, всероссийских и международных соревнований. Интинские дети представляли нашу страну и республику Коми на первенствах мира и Европы, которые проходили в Японии, Германии и других странах. И погнали на кусочку. Значит, двигаемся, накидываем длинный яку, накрывание вход к нему, вышли и добили. Понятно? Да. Все, погнали. Сейчас у нас порядка 60 человек занимается в секции. Это все дети. 61, если быть точным. Значит, соревнований много. Соревнования разного уровня. Самые простые – это республика, самые тяжелые – это чемпионат России, первенство России. Быть точным, в Москве в марте месяце. Значит, отбор производим, дети занимаются, смотрю, выезжаем на республику. От республики уже смотрим, как дальше.
Юные каратисты посвящают этому виду спорта все свободное время. Дети проявляют целеустремленный характер и всеми силами стремятся преодолеть трудности. Благодаря усердным тренировкам мальчишки и девчонки могут похвастаться успехами, которым завидуют и взрослые. Хидари, не дам моей команде. Уже? Хорошо. 5 раз вперед туда. Ой, Зуки. Приготовились. Ич. Нет. За. Тик. Гоу. Назад. Агеоки, дьявол, Зуки. Ич. Нет. За. Тик. Гоу. Вперед, сотоки, перекрутки, подачи, йога, Ич. Нет. Нет, тема. За. Тик. Гоу. Назад. Учуки, гякуцуки. Ич. Нет. За. Тик. Гоу. Дальше идем. Рок. Тик. Гач. Кюп. Делай. Добиться высокого результата в карате, стать обладателем черного пояса непросто. Необходимо приложить максимум сил, отказаться от развлечений и потратить огромное количество времени на тренировки. Как и в любом виде спорта, каждая победа дается тяжело. Соревнования, как правило, они уже все известны. Когда они будут, плюс-минус даты. В связи с пандемией, конечно, ситуация немножко меняется. В общем, все понятно. И где-то месяца за полтора начинаем потихоньку втягиваться именно в процесс соревновательный, подготовка. Тренировочный процесс начинает приобретать именно соревновательный характер. У этого древнего вида японских единоборств сотни стилей, и число это не перестает увеличиваться. С момента возникновения и до образования многочисленных спортивных, традиционных и прочих федераций и ассоциаций никто не задумывался, каким, собственно, видом спорта он занимается. Все известные мастера прошлого занимались карате. Уже позднее пошло разделение на стили и школы со своими техническими наборами, собственными ката, своими взглядами на теорию и методику боевого искусства карате. Привел меня в карате папа. Это было, получается, мне тогда 5 лет. С 5 лет тренируюсь. Первая тренировка мне очень понравилась. Я всегда хотел заниматься карате. Видел в фильмах, в мультфильмах каратистов и сам хотел стать каратистом. В копилке Кирилла Тургачева много разных наград. На республиканских соревнованиях в Сыктывкаре интинский каратист занял 2 призовых места. В категориях санбон кумите и ката у мальчика серебряные медали. Соперники были серьезные. Была практически вся республика. Много городов. Киров, Сыктывкар, Печора. Занял 2 вторых места. Результатами доволен. Сложнее всего было кумите для меня. Там я вообще больше в ката люблю участвовать, больше нравится, чем в кумите. Техника больше нравится. Ката – это техника, кумите – это поединок. В СССР в конце 1930-х годов все восточные боевые искусства не только японского происхождения были под строгим запретом. Мастера подверглись жестоким и безосновательным репрессиям. В 1978 году Спорткомитет СССР признал существование многочисленных подпольных секций карате и издал приказ о формировании Федерации карате СССР. Но в 1981 году начались повторные гонения. Карате стало постепенно легализовываться во времена перестройки в 1989 году. Однако полностью было разрешено лишь после распада СССР. Федерация карате России была создана в 2003 году. По данным на середину 2000-х годов в нашей стране действовало около 200 клубов карате, где занимались порядка 200 тысяч человек. Я хотела сначала пойти на бокс, но в интернете я увидел видео, как дерутся каратисты, и мне очень это понравилось, и я решил заняться именно этим видом спорта. Тренировка у нас 1,5 часа. Сначала разминка, потом уже тренировка. Тяжело? Сначала было тяжело, как только пришел, потом привык, и сейчас нет, не тяжело.
Данил занимается карате около 3 лет. Недавно он впервые принял участие в выездных соревнованиях республиканского уровня. Мальчик достойно провел несколько поединков с сильнейшими соперниками из Усинска и Воркуты. В категории Санбон Кумите среди юношей 10-11 лет Данил занял 3-е место. Было 2 боя. Первый бой я проиграл, но потом собрался, и второй бой я победил. Проиграл Усинскую, выиграл Воркуту. Любой тренер хочет, чтобы его спортсмены все стали первыми, но это невозможно. Вот, значит, команд было много, спортсмены сильные, республика сильная. Были дети, которые первый раз поехали выступать, пробовали свои силы. Были те, кто уже, скажем так, львы у нас в республике. Ну, в общем, как бы выступили хорошо, но всегда могли бы лучше. В первенстве Республики Коми по всестилевому карате среди юниоров и юниорок, юношей и девушек 8-17 лет интинские спортсмены завоевали 12 медалей. 1 золотую, 6 серебряных и 5 бронзовых. Поздравляем всех ребят с заслуженными наградами и желаем не останавливаться на достигнутом.